Хабаров Владислав, директор Центра опережающей профессиональной подготовки. Наш Центр опережающей профессиональной подготовки был открыт 2 октября 2020 года. Мы работаем относительно недавно. Это федеральный проект. Еще в 2019 году Республика Саха-Якутия подала заявку на участие в конкурсе. Поданная наша конкурсная документация выиграла отбор. И вот в нашей республике первым на Дальнем Востоке был создан Центр опережающей профподготовки. Сейчас по стране их около 40, и в 2024 году должны сделать 100 штук центров опережающей профподготовки. Задача нашего центра – стать оператором образовательных услуг всего региона по принципу единого окна, где может подойти физическое лицо, это может подойти предприятие со своим заказом, может подойти просто человек, который хочет обучиться какому-то курсу, и мы его направляем делаем его индивидуальную программу, направляем его на обучение. Предприятие заходит и говорит нам свой заказ, нужен какой-то работник, мы для него формируем, исходя из наших ресурсов, наших техникумов, колледжей, делаем для него уникальную образовательную программу. Мы сейчас уже работаем под таким большим проектом. У нас есть очень много хороших проектов, например, передвижной учебно-строительный комбинат. Работаем федеральными операторами, региональными операторами в разных федеральных проектах, содействие занятости, социальные контракты и реализуем обучение на территории всей республики. Ну а сегодня мы начали хакатон дальневосточный про опережение. Идея была подана осенью 2021 года, она была поддержана нашим Министерством образования. И сейчас Амур, Забайкалье и Бурятия приехали к нам, чтобы принять участие на этом образовательном интенсиве. Людей будем учить, как делать качественные онлайн-курсы. Онлайн-образование сейчас очень ценится, и оно благодаря развитию цифровых технологий, современных технологий, оно сейчас может для нашей республики стать прорывной точкой для развития образования. С учетом того, что у нас в республике очень сложная транспортная логистика, для того, чтобы человеку обучиться какому-то навыку, компетенции, надо ехать очень далеко, где базируется колледж и техникум, мы предлагаем ему такие онлайн-решения. В принципе, высокоскоростной интернет у нас в ряде районов и хорошо он распространен есть. Есть технологии, которые можно на разные расстояния транслировать. И онлайн-образование это очень хорошее решение для нашей республики. И надо понимать, что это онлайн-образование, это не только говорящая голова в Zoom, а это с учетом того, как сейчас развивается игропрактика, это можно очень хорошие предложения и как-то качественный сделать контент. И сегодня наши федеральные спикеры, которые мы пригласили, это ведущие спикеры нетологии, это онлайн-школа, они должны научить наших ребят с Дальнего Востока, как проектировать и делать качественные курсы. И надеемся, что в конце, 25 ноября, они представят очень хорошие курсы для нашей аудитории.